2023 года был перевыполнен на 94%, что является хорошим показателем. А еще несколько лет назад этот район был одним из проблемных. Собираемость налогов там составляла меньше 50%. Как удалось достигнуть хороших результатов и какие работы ведутся по расширению налогооблагаемой базы, расскажет начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гагарскому району Эдгар Бения. Давайте начнем разговор с того, как вы сами оцениваете собираемость вообще налогов за этот год, потому что в середине лета, отчитываясь перед президентом, вы говорили о перевыполнении плана почти на 100%. А вот на сегодняшний день какие у вас данные? Если говорить о показателях этого года, то положительная динамика наблюдается и по сравнению с прошлым годом, и, соответственно, с предыдущими годами. В общем, уровень поступлений, можно сказать, рекордным. На сегодняшний день сумма фактически поступивших в бюджет налоговых платежей составляет 1 миллиард 543 миллиона рублей. Это при годовом плане за 2023 год в сумме 1 миллиард 289 миллионов рублей. То есть выполнение составляет 120%, если говорить в процентном соотношении, и в абсолютном выражении на 254 миллиона рублей больше, чем было запланировано за 2023 год. Возможно, показатели были бы еще лучше, потому что, как всем известно, в этом году немножко сезон, летний курортный сезон, немножко припозднился, поздно начался. Но в любом случае показатели, я думаю, говорят сами за себя. В общем, в целом год был неплохой и по собираемости, и по деловой активности. Но конец года еще, и до конца года есть еще 1,5 месяца, месяц, можно сказать. И какие у вас вообще ожидания, как думаете, насколько цифры сильно изменятся? За последний оставшийся месяц таких серьезных, как говорится, изменений, наверное, не будет, как и обычно, да. На уровне прошлых лет немножко с какой-то положительной динамикой, я думаю, цифра итоговая, так, вообще-то не совсем корректно говорить, но где-то около 1 миллиарда 600 миллионов, я думаю, что поступление по итогам года сформируется. А по видам налогов, если посмотреть, какой из них приносит больше всего прибыли? В структуре поступлений, если так говорить, то наибольшую долю в общей сумме поступлений занимает налог на добавленную стоимость. Это в районе 547 миллионов рублей из общей суммы 1 миллиард 543. Далее за ним идет у нас налог на прибыль в размере 463 миллионов. А далее располагается подоходный налог, земельный налог и прочие налоги. Но НДС, ввозной НДС, как-то есть с отсрочкой, которые выплачивают? Как-то есть разбивка по категориям именно, что касается налога НДС? Администраторами ввозного НДС является не налоговая служба. Мы говорим о налоге на добавленную стоимость, который уже здесь, на территории Республики Абхазия, от своей деятельности налогоплательщики обязаны выплачивать в бюджет Республики Абхазия. То есть суммы, которые поступают при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия, они учитываются не в налоговой службе по поступлениям, я имею в виду. Поэтому я сейчас говорю не об этой сумме. Эдгар, а как вы считаете повышение цен на все продовольственные и непродовольственные товары? Как они могли бы вообще быть фактором, объясняющим перевыполнение в некоторой степени такого плана? Все-таки цены за год же выросли значительно. Если говорить в общем о причинах такого поступления в бюджет, да, если об этом говорить в целом, необходимо иметь в виду
конечно же, и инфляционные процессы, и рост цен, но также необходимо отмечать появление новых объектов налогообложения, улучшение качества администрирования и вообще наблюдаемую нами, во всяком случае, положительную динамику в увеличении доли налогоплательщиков, которые добросовестно уплачивают налоги, относясь к этому с полной долей ответственности, я бы так сказал. То есть здесь факторов очень много. В том числе и один из факторов увеличения поступления налоговых платежей. А какая в целом проводится работа для расширения налогооблагаемой базы? Потому что еще несколько лет назад в Гагарском районе была серьезная проблема. Были объекты, которые вообще не попадали под налогообложение. Это были и достаточно крупные объекты, но теперь вот Гагра показывает такие хорошие результаты. Сейчас расширяется эта налогооблагаемая база? Если мы правильно вас понял, если мы говорим о постановке на учет объектов, да. Данная работа проводится, она систематически проводится. На сегодняшнее время, по мере появления новых объектов, естественно, данная работа является основной и текущей, я бы так сказал, не периодически разово в каком-то году, а эта работа проводится ежедневно, это часть нашей работы, каждодневной нашей работы. По мере появления новых объектов, данные объекты становятся на учет. Постановкой занимаются наши инспектора участковые. Так что в этом направлении работа продолжается и носит такой характер ежедневный, систематический, я бы так сказал. Хорошо. А самый крупный налогоплательщик в Гагре? Вот много таких вообще крупных объектов, которые регулярно платят налоги? Или вообще основную массу налогов все-таки это какие-то курортные туристические объекты, может быть, это объекты малого предпринимательства? Все-таки львиную долю составляют налоги от кого? Львиную долю поступлений в Гагарском районе, естественно, учитывая курортную специфику данного района, составляют объекты туристической сферы. Данные объекты и их деловая экономическая активность распространяется на другие сферы. Соответственно, хорошие показатели в этой сфере влияют на другие показатели в других сферах тоже. Поэтому говорить о том, что что сумма уплаченных налогов и в целом летний курортный сезон оценивать только по деятельности санаторно-курортных объектов не совсем правильно будет, потому что их деятельность мультипликативный эффект определенный в себе несет, но долю самую большую, естественно, занимает курортная сфера. Также у нас есть производство, сфера услуг. Гагра традиционно, туристическим центром считается Абхазия. Вот производство, какие виды производства там развиты? Что производят в Гагарском районе? Это какие-то цехи полуфабрикатов? Что это? Интересно было бы узнать. Будем говорить о самых крупных. Вот у нас есть территория района, располагается всем известной своей продукцией, виноводочной продукции, компания «Шато Абхаз», Пицунский винзавод, да. Это самый крупный представитель именно производства. А так, в сфере мелкого, среднего, можно сказать, в малом бизнесе представлены при производстве и разных и полуфабрикатов и так далее, но они такой объем, естественно, не имеют, о котором мы говорим. А вот сезонные объекты туристические, которые там отработают, допустим, с мая по октябрь и перестают функционировать в зимний сезон, вот налогообложение вот именно этих категорий, взимать налоги с них сложно, много ли таких объектов сезонных именно?
Очень много объектов, естественно, появляется именно в летний курортный сезон. Период их деятельности непосредственно связан с летним курортным сезоном. В зимний период они свою деятельность не осуществляют. Есть определенные сложности с их администрированием, конечно же, потому что приходится разом, грубо говоря, с началом летнего курортного сезона очень много предпринимателей начинают функционировать, возобновлять свою деятельность. И по мере начала их функционирования необходимо, как говорится, успеть охватить весь этот объем, чтобы не постановку на учет, так как они уже стоят на учете, а зафиксировать начало деятельности в текущем году. Вот. А по мере окончания их деятельности также необходимо фиксировать завершение деятельности. И это очень трудоемкий процесс, который отнимает большое количество времени и большую часть работы сотрудников налоговой службы. А каким образом вы получаете информацию? Как вы находите эти объекты? Я понимаю, что есть инспекции, но вы не можете, допустим, каждый день эти инспекции проводить и охватить всю территорию района. Как происходит на деле вот этот охват новых объектов? Ну, понятно, что кто-то, допустим, чтобы избежать этих выплат налогов, они постараются не обратиться к вам самостоятельно, как это вообще по закону должно быть. Если говорить о том, как вообще должно это происходить, естественно, налогоплательщик должен заявить о начале деятельности. Но мы не сидим, не ждем, пока налогоплательщик сам заявится и расскажет нам о том, что он в этом году вновь начал осуществлять свою деятельность. Отвечая на этот вопрос, необходимо будет раскрыть немножко принцип работы, в этом направлении. Весь Гагровский район у нас по структуре разбит на определенные участки. За каждым участком закреплен участковый инспектор, функции которого как раз-таки входит в своевременное выявление и установление вновь возобновивших деятельность или же прекративших деятельность. Это основная задача для данного работника налоговой службы. Основное его рабочее место – это не кабинет в офисе, а именно территория, за которой он закреплен. И это ежедневная работа, честно говоря, сложная, трудоемкая, как я ранее говорил. И практически в летний курортный сезон работники участковые наши весь рабочий день практически проводят на закрепленном за ним участке. А вот людей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без разрешительных документов, их много? Как правило, вот как часто вы выявляете вот таких неофициально работающих? Я бы не сказал. Это уже, как вам сказать, единичные случаи, по которым тоже принимаются определенного рода меры воздействия. Их с каждым годом все меньше и меньше. Как я ранее говорил, основным и самым главным фактором осуществления и важнейшим фактором является все-таки понимание людей, предпринимателей, необходимости выполнять свои функции налогоплательщика. Как говорится, в огромном количестве предпринимателей, если допустить, что всех нужно прям принудительно заставлять платить налоги, это кое-что из ряда невозможного. Поэтому уровень самосознания, он, естественно, каждый год растет и у людей. Поэтому ежегодно, с каждым годом, такая категория людей, предпринимателей, все меньше и меньше. Ну да, люди стараются избегать таких проблем. Потом прибыль у людей, все-таки туризм развивается, а Гагра – это такой туристический центр. Но как вы в целом оцениваете вот количество налогов, которые выплачивают? Насколько соответствует вообще нынешним реалиям? Нужно ли где-то, может быть, повышать или все-таки нужно оставлять как есть? Как вы вот это оцениваете? Ну, здесь вопрос очень объемный вы задаете. Так сразу на него и не ответишь. В плане того, что немножко давайте поговорим на эту тему. Вот вы озвучили, может и стоит повышать налоги, какие-то ставки, да.
Не станет ли это потом бременем? И сейчас насколько вот эта сумма подъемная, неподъемная, учитывая вот доходы отрасли? Я думаю, это мое личное мнение, что вопрос о повышении ставок налогов мы сегодня рассматривать ни в коем случае нет такой необходимости. И если говорить о том, насколько соответствуют реальные объемы в сфере курортной с уплачиваемыми налогами, я бы ответил на этот вопрос таким образом. При имеющейся системе и механизмах и законодательной нормативной базы, а также материально-технического оснащения, которое в Республике Абхазия в целом, не только в Гагрском районе, используется и имеется, мы практически, я бы так сказал, что вплотную подходим к пику своих возможностей. Каждый год, как я ранее говорил, уровень администрирования и уплаты налогов значительно улучшается. Вот. И здесь говорить о том, чтобы есть необходимость увеличивать ставки, я бы не сказал. Нет. Ставки трогать, наверное, нам не нужно. Возможно, даже что-то его необходимо. Возможно, где-то, не говоря о сумме налога, просто кое-какие изменения в форме отчетности, в форме уплаты налогов. Чем легче человеку осуществить тот или иной платеж, тем легче работать с категорией данных налогоплательщиков. Удобство нужно создавать для того, чтобы людям было комфортно, удобно уплачивать налоги. Всеми этими вопросами, естественно, занимаются. Я думаю, что в ближайшие годы качественно изменится уровень администрирования и упростятся определенные взаимоотношения в этом плане. А какие-то изменения уже происходят? Может быть, какие-то этапы? Вот вы говорите, что надо усовершенствовать систему, чтобы налогоплательщику было максимально удобно платить налоги. Может быть, вы уже что-то начали в этом плане? Или пока это вот в проектах? Данными вопросами занимается вплотную Министерство по налогам и сборам. И я думаю, что мы будем наблюдать в скором времени, в ближайшие год-два, определенного рода изменений. Я бы не хотел бы забегать наперед. Но в любом случае работа в этом направлении министерством совместно с другими структурами осуществляется. И мы ее результаты будем наблюдать с вами. Эдгар, а вот по поводу кадровой проблемы вы говорите, что нужно охватить, и летом инспекторы работают вне кабинетов, максимально они загружены. А кадровая проблема у вас внутри вообще существует? Или штат укомплектован в достаточном количестве у вас работников? В этом смысле есть какие-то проблемы? По поводу данного вопроса у нас по мере необходимости практически из года в год по необходимости мы проводим, расширяем наш коллектив, увеличивается количество рабочих мест и так далее. Поэтому, естественно, сейчас как руководителю, чем больше людей работало бы, тем легче. Это, конечно, так звучит, но это не совсем так просто, сложно это все, эти все процессы организовывать. Но наше руководство, Министерство по налогам и сборам понимает, в каких районах, в каких отделах необходимо добавлять, и этими вопросами, в принципе, занимаются. И на сегодняшний день более или менее с учетом запланированных мероприятий, неплохо по количеству работников. Можно сказать, что... Справляетесь с нагрузками. Да, при имеющейся сегодня структуре, отделов и так далее, и так далее. Но если речь будет идти о каких-то изменениях, структурных изменениях в системе, естественно, это появление каких-то новых отделов, возможно, изменений действующей структуры, которая в будущем, о чем я и говорил, приведет к тому, что там распределение обязанностей другое, когда будет. А это уже вопрос будущего. А на сегодняшний день при имеющейся структуре, в принципе, люди справляются со своей работой. Да. Эдгар, а по поводу должников, наверняка они есть, как вот боретесь с ними, как обязать, и порой приходится заставлять платить. Вот какие рычаги у вас есть по отношению к ним? В части взыскания задолженности работа, конечно же, тоже проводится.
Это в первую очередь используются те рычаги, которые находятся у самой налоговой службы в плане бесспорного взыскания. Ну а по проблемным задолженностям формируются материалы, которые направляются в службу судебных исполнителей. Дальше с ними работают с налогоплательщиками службы судебных исполнителей, и в этом направлении работа проводится, есть и результаты в этом направлении. В целом, год завершаете, какие проблемы выделили бы, какие у вас планы на следующий год, если забежать уже вперед? Я оцениваю показатели текущего года очень положительно, скажем так. Говоря о планах на следующий год, конечно же, необходимо в первую очередь постараться сохранить динамику, постараться сохранить темп работы и, как говорится, не упустить, как сказать, в рутине ежедневные такие важные моменты, скажем так. Все-таки, когда мы говорили о том, что ежегодно работа по постановке на учет ведется, ежегодно ведется учет и возобновивших деятельность налогоплательщиков. Вот этими всеми процессами ежедневно нужно заниматься. Мы этим занимаемся. И в следующем году очень надеемся на то, что справимся с теми задачами, которые будут поставлены перед нами. А с другими ведомствами, как сотрудничаете, например, в плане выявления, допустим, новых объектов налогообложения, может быть, от них какую-то информацию получаете, или чтобы как-то воздействовать на должников? Может, в этом плане работа выстраивается с другими ведомствами тоже? Как это сотрудничество развито у вас? Есть ли такие контакты? С структурами, конечно же, тоже проводятся, и тоже они приносят определенные плоды. Но, как сказать, в этих вопросах первостепенная задача поставить на учет налогоплательщиков все-таки за налоговой службой и самим налогоплательщикам. И сотрудничество с другими структурами происходит тогда, когда все методы, рычаги, имеющиеся в налоговой службе, использованы, и необходимо принимать уже более другие, скажем так, меры. В этих случаях чаще всего происходит взаимодействие с другими структурами. В рамках своих полномочий сперва мы осуществляем все необходимое. Если этих мер недостаточно, конечно же, сотрудничаем и с другими структурами тоже. Эдгар, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Я напомню,